Всім прывітанне, мы ў жывым эфіры Еўрарадыё, і сёння ў нас самы веснавы эфір з тых, якія ў прынцыпе можна толькі ўявіць. Гэта стартапніца, праграма пра дзёрзкіх беларускіх бізнэсоўцаў і інвестараў, якія не баяцца ўкладаць у іх свае грошы. Сёння мы абмяркоўваем секс-тех стартап enjoy.ai. Як заўжды, Юлія няхай у нашай студыі. Прывітанне, Юлія, і наш госць, фаундер стартапа Дмітрый Зяневич. Прывітанне, Дмітрый. Ну што, Юля казала мне, што гэты стартап яна планавала запрасіць даўно, але чакала, пакуль жа прыйдзе вясна, пакуль пачнуць почкі буяць у дрэваў, пакуль каханне пачнецца ў паветры, да? Жанчыны з букетамі на вуліцах і гэтак далей. І чаго мы дачакаліся, Юля? Чаго мы дачакаліся, Дмітрый? Чаго мы дачакаліся, Дмітрый? Я так зразумеў, што праект паспеў закрыцца. І ў нашай краіне, у Беларусі, чарговы раз секса няма. Да, наше исследование показало, что его нет. Ваше практычнае, шматгадовае даследаванне сваім досведам і сваімі грошамі і сваімі высілкамі показала, што ўсё ж такі секс беларусам не цікавы. Місія Enjoy.ai, я паглядзеў, фарміравалася так: дапамагаць парам разнастаіць сексуальнае жыццё. Ну, слухайце, проста мара. Ну, сур'ёзна, людзі, хто з вас не марыць, не хоча, не думае пра тое, каб разнастаіць сваё сексуальнае жыццё? Ну, мне здаецца, можа, некаторыя не думаюць, можа, у некаторых то ўсё і так добра. Але сумневы это заўжды ёсць. І заўжды ёсць імкненне да дасканаласці. Я думаю, прыкладна такія думкі у вас, Дмітрый, былі, калі вы пачыналі Enjoy.ai. Мы обнаружили, что большинство людей на Земле вообще, не только в Беларуси, недовольны качеством своей интимной жизни. И это один момент. И второй момент, мы узнали, что большинство, опять-таки, людей, даже много лет находящихся в паре, ни с кем не обсуждают ничего об этом. Нават унутры... В семье, в паре, даже 10 лет вместе. 60% пар общаются друг с другом о сексе впервые, о каких-то нюансах в кабинете у врача, когда совсем все плохо. А як вы гэта высветлілі? Гэта вельмі крутыя звесткі, вельмі крутыя даследаванні, але як это можна ўвогуле высветліць? Ну, это было на практике. То есть, когда... Каждый раз, когда вы кажете... На практике я столкнулся с тем, что надо улучшать свою интимную жизнь. И я пошел лично на тренинги, на которых... Двухдневный тренинг в Москве, на котором один день был посвящен на 100% психологии отношений, хотя тренинг заявлялся чисто про секс. И второй день наполовину был про психологию. И вот, соответственно, 3/4 всей этой информации я узнал там. И я никогда не мог представить, что настолько все сложно, потому что сидела большая аудитория мужчин, все были, ну, то есть все серьезные, там студентов не было. 30 лет, 40 лет, вроде серьезные внешние люди. И абсолютно для всех 99% информации, которую нам рассказывали, была новинка. То есть я понял со временем, как мне хорошо помогли сформулировать, что есть область, мы не знаем о своем незнании. Так вот, большинство людей о том, насколько все плохо в сексе, просто понятия не имеют. Потому что нам не у кого спросить, что есть норма, что есть не норма. То есть мы что-то делаем, как обычно, природа нам поможет. Но это помогает. Да. Но почему-то вот в школе все понимают, что надо учиться. Как-то там то, что природа помогает 2 + 2 на пальцах, на камешках посчитать, недостаточно, а в сексе вроде как и достаточно. Можем привести все-таки несколько инсайтов, которые мы можем озвучить в эфире, которые вот они тебя поразили и поразили участников тренинга? Было уже сказано, 60% людей. Ну, это один пример. То есть, например, на том же тренинге, где мы сидели, нам показывали... Вот это был тренинг для мужчин, и нам показывали 5 способов, как касаться женщины, и никто из них эти способов понятия не имел. Я потом пробовал, все прекрасно работает, а обычные лобовые нет. То есть... Я ізноў подзагнался. Это будет эфир открытия для меня. Или, например, мы потом, когда делали наш стартап, мы собирали базовую информацию, простейшие самые советы. Мы назвали рубрика «Быстрые советы от сексолога». Даже, например, про прелюдию или...
Короче, там советы несколько десятков, и из них почти все для нас, как обычных пользователей, слово пользователи здесь такое своеобразное, но мы тоже ничего не знали. То бок стартап, в прынцыпе, узнік з нейкай асабістага памкнення, з усведамлення праблемы самім фаундерам і далей з жадання нейкім чынам распаўсюдзіць это новые веды, необходные веды. Не совсем так, потому что на тренинге я был год назад, нет, даже больше. А в это время мы делали стартап в области... То есть у нас 5 или 6 пивотов было, то есть мы преобразовывались 5 или 6 раз. Начинали мы с ребятами делать вещи с дополненной реальности, пробовали какие-то, несколько проектов, мы столкнулись с техническими граблями. Потом у нас возник стартап Journey AI, в котором мы хотели помогать людям внутри мессенджера покупать стандартные туры, пляжные туры. По сути дела, заменить турагента. И на самом деле это все можно реализовать, но столкнулись опять-таки вначале с техническими нюансами, потом с тем, что это большая, дорогая покупка, которая совершается несколькими людьми в течение недели, наверное, размышлений. В общем, все это сложно чисто психологически загнать в мессенджер, хотя технически это все реализовывается. И потом... То бок, прабачце, лёгка прывязаць нейкую платежную систему ці пошук тураў да показать туры. Мы хотели, чтобы на человеческом языке практически можно было сравнить туры. Потому что хороший турагент может сказать, что эти три... Задать вопросы, показать 3-4 отеля и по-человечески сравнить их. Почему тебе этот лучше или этот. И мы нашли, как это сделать. Но проблема не в этом, а проблема в том, что после этого принимается решение очень долго, и скорость, в том числе скорость перевода покупок пляжных туров из офлайна в онлайн очень медленная. Когда мы встретили экспертов с российского рынка, они сказали, что 97% туров сейчас в России, например, покупается в офлайне. И они, нынешние лидеры этого направления, они делали проект лет 5 назад, думая, что через 5 лет уже 80% будет в онлайне. С тех пор не 1% стал, а аж 3%. Вообще, наверное, очень поменялась эта структура потребления туруслуг. То есть я вообще за всю жизнь пользовалась 1 или 2 раза услугами турагентств. Да, это, кстати, одна из вещей, почему было очень сложно общаться с инвесторами для вложения денег. Никто из инвесторов например, не покупает пляжные туры, хотя рынок растущий. По статистике он все хорошо растет. Пляжный тур — это типа Хургада, все уключено. Да. Вот самая стандартная вещь. У меня есть знакомые, которые так ездят отпочивать, в принципе. Есть вещи, когда это все дешевле и проще. Но, в общем, мы столкнулись с нюансами, и потом получилось, что у нас было готовое решение в виде бота в мессенджере, который умеет общаться, задавать вопросы. И мы тогда поняли, что можно продавать точно. Это делать такого помощника для онлайн-маркетплейсов. Например, вы хотите купить СВЧ-печку вживую. Вы идете в магазин, спрашиваете: слушайте, я хочу СВЧ-печку. Вы не знаете ни что спросить, ничего. Вам приходит человек, задает 5 вопросов и говорит: вот тебе это и это. Вот это лучше этим, это лучше этим. И мы поняли, что можно такую штуку делать. Для онлайна. Для онлайна. Чтобы человеку приходит, не знаю, в какой-то условный Амазон локальный, ему задают вопросы, что он хочет, и помогают сделать выбор. Но мы поняли, что это скучно. Это очень нужно, но очень скучно. Мой второй фаундер, Коля, он из геймдева, занимался играми. Мой экспириенс — это B2B, это enterprise, аутсорс, все серьезно, и нам хотелось что-то более веселого и интересного. И тут вспомнилась вот эта информация, и мы начали копать. Вот расскажи, пожалуйста, вы ведь очень много идей попробовали. То есть почему вы решили закрыть? То есть мы с тобой это обсуждали, и я, если честно, была очень удивлена, потому что я знаю массу стартапов, которые, такие стартапы-зомби, в них ничего не происходит, откровенно говоря, но ребята пытаются. То есть они ходят на какие-то ивенты, они пытаются поднять деньги, они пробуют податься в акселератор и прочее. А тут хоп такой, еще в середине февраля ты питчил, был весь такой полон огня и задора. И март наступил, и все. Все очень просто. Нужно кушать. Мы пытались сделать стартап параллельно с full-time работой. Это одни из первых идей мы еще реализовывали, когда мы были на full-time. Это не работает, это темпы работы.
темпы тестирование гипотез неимоверно мелкие. Кроме того, мозг взрывается. Одно дело, когда ты работаешь в B2B, одни принципы, там надо прогнозировать, правильно все делать, просчитывать. И в стартапе, где это все категорически нельзя делать. Это два разных абсолютно мышления. Это тебе надо в один и тот же день, условно говоря, быть художником и математиком. Голова просто взрывалась от этого. Это не работает, поэтому мы тогда все-таки решили уйти и заниматься всем фулл-тайм. А фулл-тайм надо кушать, потому что у нас из всех фаундеров есть у всех семьи, а у меня еще и дети, есть обязательства. И если какое-то время у меня второго фаундера, Коля, жена, по сути дела, кормила, то по определенным причинам она тоже вынуждена уйти с работы, ему тоже надо кормить семью теперь. Вот, все банально. То есть что делать, мы сейчас знаем. Больше того, мы как раз в этом году вышли на хорошие метрики, ретеншена, на понимание вообще, как взаимодействовать с юзерами. Мы зараз про Enjoy AI. Да, так? Enjoy AI. Угу. Но, как это обычно, получается, год ушел на попытки всякие. И сейчас заниматься самообманом, что давайте я все-таки пойду на фулл-тайм работу и параллельно что-то будем на коленке пилить. Мы посмотрели, это не работает. Плюс лично я понял, что в Беларуси деньги найти у нас без шансов. Почему? Ну, вообще на эту тему очень сложно находить с кем-либо общаться, потому что я поездил и по Европе, на Слаше, в Хельсинки был, в Берлине на Техкранче был, в Риге на ДФФ, еще на нескольких мероприятиях. Народ с нордиками на Слаше вообще говорить бесполезно. То есть, они сексом не занимаются. Они даже не говорят про него. Если в Германии хотя бы говорят про это, то... Бо гэта табуяваная тэма нейкім чынам. Мне здавалася наадварот, што там шведскае грамадства, яно может быть, далёка наперадзе недзе. Не, наверное, шведы со шведами могут говорить, но когда ты какой-то из ниоткуда, из Беларуси, о чем-то говоришь еще о страшной теме секс, то, по крайней мере, с американцами можно про это говорить. Да? Мы даже нашли фонды, которые занимаются, у них есть sexual wellness, то есть сексуальное здоровье, у них как направление есть с выделенными людьми. Но поскольку мы на ранней стадии, то фондом рано, плюс ты в Беларуси общаться с фондами достаточно очень тяжело. То есть, вот, наверное, если бы мы были в B2B, где было более понятно, все просчитывалось бы, может быть, фонды с нами бы общались веселее. А так, я, к сожалению, не обнаружил каких-то зацепок, с помощью которых я бы понял, что окей, месяца через 3 мы деньги сможем поднять. Даже общаясь с акселераторами, вот, например, вот мы сейчас начинали с темы весело секс-тех. Мы обнаружили экспериментально, что как только используешь в разговоре слово «секс», все, это весь веселый разговор, после которого никогда никто ничего не делает. Если ты говоришь слово «интимная жизнь», хоть что-то возникает. Сексуальный wellness. Sexual wellness то же самое. То есть, к сожалению, когда говоришь с инвесторами на эти темы, максимум могут поулыбаться, но некоторые люди открыто, прямым текстом говорили, что мы не хотим в это вымазываться. То есть заниматься можем, вот, но деньги вкладывать — это вымазываться. Все. Вельми цікава. Хотя рынок огромный, он растет на 30% в год. Крайне мало таких рынков, причем буквально пару лет только. Цікава, ось, калі Фло стартаваў. Ну, это не совсем секс-стартап. Але инвесторы таксама казали, мы не хотим вымазываться. Вот я думаю, да, серьезно, блин. Да, я могу сказать, что... И что далее? Я в Хельсинки было 2 докладчицы. Одна как раз занималась sexual wellness стартапом, вторая делала какие-то умные тампоны, что-то там. Что она делала? Умные? Какие-то умные тампоны. Разработала, и производить они должны были. Много решений, на самом деле. Я не знаю. Их суть месседжа была в том, что они сидели и 40 минут рассказывали, насколько сложно с инвесторами вообще общаться об этом, о том, о чем для всех, что является табу для всех. И они говорили, например, вот эта вот сударыня, которая умные тампоны начала делать, что 184-й инвестор в них согласился вложить пару копеек. И только после того, как он вложил пару копеек, они пошли еще немножечко, и тогда они уже смогли получить инвестиции. Бо галоўнае, каб нехта першы пагадзіўся і таким... Это везде такая вещь, но здесь еще получается, что все еще сильно сужается, потому что народ стесняется. Ну как это, я сюда вложу деньги, что у меня, наверное, что-то не то. И поэтому мы старались, по сути, уже ближе к концу мы не говорили ни про секс, мы говорили про бизнес, только про метрики. И метрики начали появляться, но дальше вот
денежки закончились. А можешь все-таки еще привести примеры каких-то самых таких интересных, невероятных стартапов, ну или, может быть, вероятных, но не очевидных на тему вот секс-тех, с которыми ты столкнулся? Что ты видел в Берлине, там, в Хельсинки и прочее? Как, допустим, ну просто ты рассказывал какую-то, помнишь, девушка, она 1 миллион подняла. Не миллион. Вот в этой паре, которая рассказывала, насколько все сложно общаться с инвесторами, это была какая-то секс-евангелистка из долины, которая ведет какие-то... На TED выступает. Ну, как-то education, наверное. Секс-эдюкейтор. Секс-эдюкейтор, евангелист. Она бесконечно может говорить и выступать. Она подняла на сид-стадии 3 миллиона. Ничего не зарабатывая. Сейчас она поднимает 15 миллионов. А что именно она делает? По сути, это просто портал, где текстовый контент о том, как улучшать свою сексуальную жизнь. Причем контент, честно скажу, сложно воспринимаемый, потому что главная фишка, которая у них есть, это то, чтобы было понятно, что контент верифает кем-то. Поэтому там чуть ли не через каждое предложение доктор такой-то сказал, что вот так-то. А вот здесь было такое-то исследование, стали так-то. Из-за этого читать это тяжело обычному юзеру. Мы хотели сделать более веселую штуку, и чтобы это был не только текст, но и видео. И одна из главных фишек, которая у нас должна была быть, это то, что есть такой помощник-консультант, который что-то спрашивает, потому что большинство людей не знает, что спросить, и вообще не хочет даже начинать разговор. То есть кто-то должен начать разговор, что-то поспрашивать и что-то предложить, как можно что-то улучшить. Эту фишку мы узнали, я смотрел много видео женщин, которые в секс-техе, а 99% секс-тех-стартапов — это женские. То есть у них SEO почти все женщины. И когда я смотрел 12 самых главных персон в секс-техе, из 12 11 это женщины. Вот хоть в какой-то сфере как это girl run the world. Но фокус в том, что я себя чувствовал вообще гендерно неравным, потому что я-то не женщина, и все. А цікаво, чому так? Потому что женщины потому что фемтех, наверное, считается больше. Фемтех плюс, на самом деле, граблей в интимной жизни у женщин больше, по факту. И про это... Женская сексология более сложная, как сама по себе. Она возникает. Сама по себе тоже не возникает так просто. И они охотнее, наверное, хотят об этом поговорить. И они охотнее хотят что-то изменить. А, как правило, большинство мужчин... Вот мы тоже столкнулись с тем, что такие успешные мужчины, как правило, строят из себя альфа-самцов, и как только ты начинаешь с ними что-то говорить об улучшении интимной жизни, говорят: ты чего? Что там улучшать? Я ж крутой. Вот, и обычно мы точно знали, что, значит, их женщинам точно мы нужны. Точно было бы что-то подсказать. А сфокусироваться таким чином на женщинах неяк вам самим? Не, мы хотели благородной миссии идти, что почти все концентрируются только на женщинах. Практически все эти стартапы, они 99% на женскую аудиторию. Мы хотели на пары, потому что кто-то же должен сделать какие вещи? Помочь паре начать говорить о чем-то. Мы просто писали, и это для себя было тоже полезно, такие подсказки, как начать говорить в паре об отношениях интимных. Как начать говорить? И дело в том, что это не только как начать, надо же что-то же знать. Потому что, например, можно сказать: слушай, дорогой, а вот так мне хреново. И что? Никто ничего не знает. Ни она, ни он, а что с этим делать? В принципе, это уже то и сё. Але... Не, чаще всего женщины... Ни до чего не приведи. Оно к агрессии чаще вызывает, потому что, условно, вот вам женщина говорит что-то вот ей не то. Вы получаетесь какой-то не такой, ничего с этим сделать не можете, вы не знаете, что надо сделать, и возникает сама дура. И это естественный эффект, и поэтому есть приложение. Мы обнаружили вот сейчас на Product Hunt в этом году второе... Там целая номинация ведь. Там есть нумерация сейчас Sexual Wellness, и там второе место занял журнал для пар. Вот именно, где там учат, по сути дела, общаться, какие бывают нюансы. Это номер 2. Номер 1 — это то, что тоже мы делали, это когда какой-то гид, который помогает персонализированный контент давать. Ну и ваша миссия формулируется. Менавіта там есть это слово «пары». Поэтому мы хотели, помогать парам, и именно чтобы какой-то помощник за человека ему подсказывал, а вот здесь можно что-то улучшить, вот здесь можно вот так-то, потому что большинство людей не знает, что можно улучшать. Как-то на том же тренинге я ехал,
не понимая, например, вообще, о чем там может быть, все ж вроде как понятно. Слушай, так, извини, все-таки, а как начать говорить об этом? Вот как сказать о том, что что-то не устраивает, чтобы не обидеть партнера? Ну, то есть фраза о том, что ты знаешь, что-то сейчас не то. Было. Ну, пока не поздно подписаться на нашего Enjoy на рассылочку. Мне здаецца, тут таксама патрэбная нейкая прэлюдыя. Ну, як бы не так вот в лоб, а... Не знаю, один из способов, которые обнаружили, в том числе на практике, это посмотреть какое-то кино на тему, близкую к тому, к тем проблемам, которые есть. И потом начать обсуждать кино. Потому что обсуждать себя сложно, а обсуждать пару там, вроде же какая-то абстракция. Потом уже ты расслабляешься, и где-то можно косвенно что-то сказать про них, а где-то можно и про себя. Вот этот способ прекрасно работал. Мы даже собирали какие-то фильмы, список фильмов, какие фильмы в какому случаю годятся, чтобы начать этот разговор. Невероятно. Вось, дарэчы, цікава, што вы сказалі, што ў Enjoy мусіла быць відэа, а як тут вырашаюцца, проблемы с нашим законодаўствам. Я прыкладна уяўляю сабе, не хочешь красивый контент может был. дапамагчы. Смысл в том, что у нас идея была в том, чтобы это было не связано, контент не про удовольствие, не как получить удовольствие, а тренинговый. То есть чтобы было ярко выражено, то есть чтобы смотрел контент, было понятно, что ты образовываешься, но вот такого сильного удовольствия при этом не возникает. Але які-небудзь прокурор, калі посмотрел гэты контент. Так в интернете же полно такого. Так смотрите. Правильно. И яны час от часу чапляют людей. Так это одна из вещей. Смотрите, вот какую штуку мы тоже обнаружили, когда общались. Мамы детей, подростков, особенно девочек, о чем я даже не думал до этого, сказали: окей, вы классную, интересную вещь делаете, а давайте вы сделаете контент для подростков, потому что сейчас все подростки обучаются на порно, а порно это учат категорически не тому. У нас даже был огромный раздел, мы хотели расписать различия между тем, как происходит в порно и что в жизни. Я сам, когда читал, сам удивлялся, что половину вещей, которые я там видел и думал естественным, читал, оказалось, вообще никакого отношения к реальности не имеет. Так вот, они говорили: сделайте контент для подростков. И одна из идей у нас была после Хельсинки сделать в том числе видеоконтент для взрослых. И я все топил за то, чтобы могли и подростки потом посмотреть. Как это сделать легально, я пока не знаю. Но они же все равно это смотрят. Один из случаев у меня был в реальности, когда мы показывали на одном из ивентов себя, и один из ведущих просто говорит: я сел с сыном 15-летним, просто показал, открыл ему Enjoy, и говорит, мы сели с ним и пошли по советам. По всему прошлись. Я, говорит, ему что знал, прокомментировал еще. Говорит, и мне было легче, потому что хрен его знает, как начать вообще общаться про это. А здесь вроде как кто-то что-то говорит, и я ему контент не даю, а просто что-то комментирую. И говорит, мой сын очень ждет ваш контент. Я понимаю, что это есть проблема, но как ее полностью решить? Так, слушай, все-таки... Не переходя на личности, но по-моему, ты, Паша, убедился в том, что актуальная тема и, абсолютно. В общем-то, разноплановая. Я таксама добра ведаю по своей працы, и потому что пишется у прэсе и говорится афіцыйнымі асобамі, што тэма секс-адукацыі, напрыклад, у Беларусі вельмі цяжкая і сустракае вельмі вялікія перашкоды. Любые ініцыятывы, якія ёсць. То бок просто у нас у краіне палітрука дадаць у школу. Вы знаете, сколько у нас сексологов в стране официальных, клинических? Я думаю, человек 20, может, да? 3. 3? Вот так. 3. А обучение этому официально вообще закрыли. То есть оно не нужно. Но дело в том, что когда вы говорите про Беларусь, это все абсолютно то же самое в англосаксонских странах. В фильмах у нас показывают нереальную картинку, где там американцы сексом все занимаются, все свободны. Это есть немножечко в Лос-Анджелесе, немножечко в Нью-Йорке. Но на самом деле в обычной Америке, которая 90%, как мы насмотрелись просто секс-теховских мероприятий, там это такая же тема табу. Ребята из такая же патриархальная, говорить об этом нельзя, с родителями говорить нельзя, ни с кем говорить нельзя. И ребята из Фло это подтверждают, что я с ними общался, что именно так. У них огромная база, им пишут, дают фидбэки, они говорят, что девочки там ни с кем поговорить не могут.
Вот, то есть это дело не только в Беларусі. Не, ну ладно, я кажу не Беларусь, тому що я якби тут живу, в принципі, мені не особливо хвалює, що там відбувається у Злучених Штатах, да, мене хвалює то, що відбувається тут. Вось. Патрыёт. І тут, так а чаму, ну а што? Это ж тое, з чым мне і там маім дзецям давядзецца сутыкацца калі-небудзь. Вось. Ну, што я хацеў сказаць, што пытанне сексуальнай адукацыі, канешне, вельмі цяжка рухаецца. І ну, последние пару лет что-то изменилось, появляются сериалы про это, на Netflix появляются сериалы, начали говорить, начались шутки, там в Comedy Club поднимаются, появился женский стендап, где они несколько серий говорят только про секс. Это как раз такая волна, на которую мы хотели запрыгнуть. Они образовывают или хайпуют? Хайпуют, мне кажется. Да, но смысл в том, что они хотя бы начинают про это говорить. И это означает, что кто-то может уже с кем-то, например, окей, у тебя все прекрасно, мы возьмем какую-то абстрактную, там, не знаю, сударыню со своим парнем, они могут начать о чем-то говорить, потому что они послушают, что вроде как не страшно, народ сидит, смеется, значит, можно про это что-то поговорить. Пачынаецца такая зопава мова, да? Мы не можем сказать, что это секс-эдукация, але можем 10 жартов Дело в том, что и люди задумаются. Табушность темы уменьшается. То есть здесь важно два фактора. И уменьшение табу, и эдукация. А образованием народ интересуется, когда он уже не боится про это образовываться, потому что есть люди, которые, как оказалось, они боятся даже в браузере написать что-то, вот поинтересоваться о том. То есть мы сделали у себя в боте такую штуку, вопрос к сексологу. Мы ее сделали по приколу. Просто хотели добавить еще один пункт в меню. Мы никогда не думали, что кто-то будет реально писать. И нам начали писать вопросы, которые мы понимали, что можно загуглить, и все понятно. Все ответы есть. Но народ или боялся гуглить, или вторая штука, они хотели достоверную информацию. Чтобы кто-то подтвердил с образованием им ответ. Вот та же фишка. Доктор такие-то, проверено. Да, и это одна из вещей, которые мы тоже хотели сделать, такое как Trusted Source of Information, когда именно то, что мы говорим, оно проверено кем-то. Потому что в инете ты можешь найти ровно противоположную точку зрения на все, что угодно, какую из них выбрать, непонятно. Вот, и здесь можно было бы зайти. И мы увидели, что это реальная потребность есть, потому что люди спрашивают. И зачастую опять-таки нам говорили, кто же будет у вас спрашивать, все же будут бояться. Спрашивали такие вопросы, что мы так уши в трубочку заворачивались, и мы к сексологу передавали, потом обратно. Цікаво, мне здаецца, что тут есть таксама фактор того, что ты пытаешься не у знаёмага, не у гугла, а у нейкай адмыслова створанай рэчы, штукі, якая створаная для того, каб ты задаў гэтае пытанне. По сути, люди хотели... Да. Хоп, и барьер неким чином переодоливается. Здесь важно, что нет общения живого, потому что большинство людей боится общаться. То есть вот что англичанки, которые секстех занимались стартапом, что я обнаружил такую тему, что как только я начну говорить об этом, минут 5 с кем-то поговорю, человек раскрывается, говорит, вроде как не страшно, и начинает что-то общаться. Но первую минуту, 2, это всегда очень тяжело, и ожидать, что кто-то со мной начнет что-то говорить и обсуждать, не, такого нет. Я так разумею, што Enjoy AI не дайшоў увогуле ні да якіх раундаў інвеставання. Вы стартап існаваў выключна на грошы фаундеров. Да. Мы искали пресид деньги или ангельские деньги, но в Беларуси мы столкнулись с тем, что под ангельскими деньгами подразумеваются, на мой взгляд, вообще ни разу не ангельские, потому что все просили метрики, монетизацию, но это уже вообще ни разу не стадия ангельская. И мы немножечко не дожили до этого. Это единственный момент, который смущал бизнес-ангелов? Нет, вначале мы долгое время у нас было... То есть мы еще долго формировали саму модель, потому что у нас была... Одна из моделей монетизации была это продажа секс-игрушек внутри бота. То есть дело в том, что оказалось, что секс-игрушки никто не толком, по фану могут купить, а зачем они, черт его знает. Поразвлекались и забыли. Соответственно, два раза в год что-то там купили, и все. А оказывается, многие из них могут помогать в решении каких-то вопросов. Но эту конструкцию донести хоть до кого-то вообще почти нереально было, потому что народ здесь уже совсем смущался. И мы поменяли модель монетизации только в январе на то, что монетизация за счет продажи тренингов, связанных с улучшением интимной жизни. Здесь вроде все понятно, здесь чистый бизнес, но немножечко мы уже не успели
до метрик. Поэтому вначале... То есть наша модель монетизации, модель бизнеса постоянно менялась. Вначале это был просто чат-бот, потом это было, что казалось всем слишком мелким, потом это была уже экосистема, где уже был бы и бот, и мобильные приложения, и сайты, и наш помощник, он жил бы в разных системах, и на сайте бы жил бы, в мобильном приложении, и даже в инстаграмах, и в ютубах, все что угодно. Вот, но когда мы пришли уже к нормальной, понятной модели, деньги закончились. Я просто праглядаю каментары, і каментараў няма, што мне здаецца цалкам прадказальна, улічваючы тэму нашага сённяшняга эфіра. Ці можна ацаніць як-небудзь такім чынам, колькі грошай укладзена? Я разумею, што па ідэалагічных прычынах закрываць гэты стартап шкада, а матэрыяльныя страты можна як-небудзь ацаніць? Прыкладна. Ну, с несколько десятков тысяч долларов, сколько там конкретно, это смотря как считать. Своих грошей довольно шмат. На самом деле, одна из еще вещей, которые я сейчас планирую сделать, это, скорее всего, релоцироваться в Штаты. И со временем оттуда уже, если что, находить деньги, это совсем другая история. То есть... Поспробовать перевести проект? Ну, прямо сейчас нет. Прямо сейчас в любом случае это все замораживается, но в любом случае... Я бы так сказал, что стартовать B2C стартап из Беларуси я бы больше бы не стал. B2B, да, я в это сейчас по-прежнему верю, но когда я искал акселераторы B2C-шные недалеко от нас, я их нигде не нашел. По сути, B2C — это Штаты всегда. B2B — это можно в Европе что-то. Вот. Искать деньги. Я несколько раз был на разных ивентах, где люди, которые поднимали деньги в Штатах, спросили: поднимите руку, кто пытается поднять деньги в Штатах, находясь в Беларуси. Я весело поднимал руку. Теперь я понимаю, почему не смеялись. Это не работает. Вот. И в моей теме, и особенно... Вообще в B2C надо искать в Штатах, а в нашей теме только, потому что в Европе я общался на TechCrunch с ребятами, которые поднимали деньги для стартапа, который делает видеоконтент, обучающий по теме улучшения интимной жизни. Они подняли 1 000 000 евро. Я им говорю: ребята, вы же уже подняли? Подрасскажите, к кому вы ходили? И они такое кислое лицо сделали: слушай, это настолько тяжело даже в Европе. Говорит, если хочешь поднимать, едь в Штаты. Там хоть есть фонды, которые на это смотрят чисто как на бизнес. У нас все начинают под этим подразумевать. Это же секс, это же что-то такое стрёмное. И... Бок нягледзячы, што ёсць звесткі пра тое, што ў 60% людзей ёсць нейкія праблемы. Можна экстраполяваць гэта, я не ведаю, на 60% інвестараў, да, то бок... А инвесторы чаще всего кто? Мужчины. Которые, как правило, чего-то добились, и которые, соответственно, себя считают, что я ж так крутой. Что вы мне тут рассказываете? Калі б інвестарамі былі жанчыны, цікава. Больше, так я вам скажу, что вот эти в секс-тех стартапы в основном вкладывают женщины. А у нас... И у нас интерес, кстати, тоже проявляли больше женщины, но вкладывать слабо. И вот эти вот ребята еще, которые в Германии, в Мюнхене поднимали этот 1 000 000 евро, они говорят: а ты где находишься? Я говорю: в Минске. Ну, говорит, удачи. Это, говорит, вообще не имеет никакого тебе смысла. Даже не начинай. Потому что если ты хочешь приходить к нам в Европу, находясь в Беларуси, тебя никто не поддержит. Хочешь, физически едь в Штаты. Юля, у нас засталася... Я долго в это не верил, но... 1 хвилина. Есть какое-нибудь важное питание? Есть важное питание. Дима вот сейчас попробовал хлеб стартапера. До того он работал, в принципе, топ-менеджером в ведущих IT-компаниях. Вот можешь как-то ты сравнить этот опыт и вот какой у тебя дальше план вообще? Что тебе поменяло, допустим, что тебе дал этот стартаперский опыт? Опыт невероятно интересный, потому что, находясь топ-менеджером крупной компании, я был сосредоточен на на каком-то ограниченном количестве людей, с которыми я общался, и я мог регулировать это. Внутри стартапа я поменялся полностью, я стал общаться с внешним миром, только с внешним миром. Внутри команды 3 человека, 2 еще, с кем тут общаться. И мне перестало быть страшно общаться с кем-либо о чем-либо. И
я пожил в ситуации внутри топ-менеджера крупной компании, это про прогнозирование, стабильность, как можно лучше видеть какие-то будущие проблемы, а здесь надо видеть максимум на 2 дня вперед. Если ты пытаешься планировать больше, чем на 2 дня вперед, то ты стартап зафейлишь. Это было очень неожиданно. Мне понадобилось больше полугода на то, чтобы научиться мыслить just do it. Just do it в enterprise нельзя. Сябры, гэта была стартапніца. На жаль, мы вымушаныя канстатаваць. Ну, ведаеце, для мяне таксама гэтая тэма секс-тех стартапа, яна гучала хутчэй як жарт. Я думаю, што размова у нас будзе вясёлая. Размова атрымалася найхутчэй сумная. Мне здаецца, што Беларусь проста на нашых вачах губляе вельмі карысны праект, які мог бы памяняць наше грамадства, а мог бы яшчэ і памяняць жыццё амаль кожнага. Ну, то бок ёсць нацыянальны ўзровень, да, а ёсць асабісты. Ён мог бы памяняць жыццё амаль кожнага з нас, але, на жаль, замаражваецца, і Enjoy AI, магчыма, разгорнецца, але ўжо ў іншай краіне і ў іншы час. Дмітрый Зяневіч быў у нас у гасцях. Дзякую вам, Дмітрый, за гэтую размову. Дзякуй за смеласць. Дзякуй за досвед. Вам спасибо, что согласились. Юлія Нехай таксама прыходзіла ў стартапніцу як звычайна, таксама як і Павел Свердлоў. Пачуемся ў наступную пятніцу. Да пабачэння.